Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Игнатьев Андрей. Я ученик 10 класса Нанской устной гимназии. Тема моего доклада – исследование выстрела и звука. Введение. Лук – одно из древнейших достижений человека наряду с огнем и колесом. Когда возник лук и где, наверняка установить не удастся. Его явно изобретали много раз в разных частях света, кроме Австралии и Океании. Там предпочитали копья. Актуальность. С точки зрения физики лук представляет собой преобразователь потенциальной энергии упругого тела в кинетическую энергию быстро летящей стрелы. Эффективность данного преобразования представляет собой познавательный интерес. Цель и задачи исследования. Цель. Исследование физических параметров выстрела и звука с использованием баллистического метода и стробоскопической видеосъемки. Задачи исследования. Во-первых, расчет величины работы при подготовке лука к выстрелу. Во-вторых, измерение скорости стрелы баллистическим методом. И в-третьих, измерение скорости стрелы с использованием стробоскопической видеосъемки. Исследование. Объект исследования – это у нас физические параметры выстрела и звука, то есть величина запасенной потенциальной энергии, скорость и величина кинетической энергии летящей стрелы. Предмет исследования – лук классического вида. Практическая значимость работы. Изучение физических параметров выстрела звука. Ознакомление с методиками измерения позволит более детально подойти к исследованию исторических луков, к примеру, якутского лука. Характеристика объекта исследования. Для выстрела стрелок натягивает тетиву, запасая тем самым энергию в согнутой дуге лука, после чего отпускает тетиву, и дуга, быстро разгибаясь, преобразует запасенную потенциальную энергию в кинетическую энергию быстро летящей стрелы. А в луке классического вида энергия выстрела запасается в упругих плечах лука. Здесь мы видим устройство лука. Основные ее компоненты – это тетива, верхнее и нижнее плечо и рукоятка. Расчет величины потенциальной энергии заряженного лука. На данной фотографии мы прикрепили на тетиву лука грузы известной массой и отмерили расстояние от нулевого значения до этой точки тетивы и обозначили ее как x. По закону сохранения энергии величина потенциальной энергии лука равна величине работы по натяжению тетивы. Для этого мы нашли зависимость его упругости от величины натяжения тетивы. Здесь у нас сила упругости, а здесь натяжение тетивы. Площадь фигуры под линией зависимости будет соответствовать величине работы по натяжению тетивы. То есть это закрашенная часть синим. Расчеты проведены в Microsoft Excel. Измерение скорости стрелы баллистическим методом. В этом методе используется закон сохранения энергии импульса. Вкратце этот метод представляет собой мишень, подвешенный на нити. Масса мишени известна, которых подстреливается стрелой известной массой. И после попадания стрелой мишень поднимается и отклоняется, поднимается на некоторую высоту и отклоняется. Зная массы мишени стрелы и высоту h, и используя закон сохранения, можно легко вычислить скорость стрелы. Измерение скорости стрелы с помощью стробоскопической видеосъемки. Для получения изображения быстро летящей стрелы используем стробоскопическую видеосъемку. Стробоскоп представляет собой генератор световых импульсов строго заданной частоты и длительности. Для этого мы используем микроконтроллер Arduino и светодиодный светильник. Здесь показана схема стробоскопа. Здесь у нас источник питания, микроконтроллер Arduino и генератор световых импульсов. Через каждые 4 миллисекунды стробоскоп выпускает световые импульсы с длительностью в 1 миллисекунду. Зависимость работы от натяжения тетивы. Здесь у нас работа в джоулях, а снизу у нас натяжение тетивы в метрах. И у нас получился такой вот график. Учет методической ошибки измерения по видеокадру. Когда мы уже видим записанное видео, то нам кажется то, что объект и экран находятся очень близко друг к другу. Но это не так. Между ними существует некое расстояние в 2. И это и есть та ошибка, то есть погрешность, которую мы вычисляем по вот такому вот выражению. Результаты измерений.
Есть еще один нюанс. Это когда мы снимали, у нас мишень отбрасывала некую тень. И поэтому было сложно угадать, где центр мишени. И поэтому просто примерно указали центр мишени и высоту обозначили как А'. И в первом случае у нас вот с помощью метода баллистического маятника с учетом всех этих погрешностей у нас скорость летящей стрелы стала равна 39 метрам в секунду. Во втором случае это у нас с помощью стробоскопической видеосъемки. И тоже с учетом всех погрешностей у нас скорость летящей стрелы стала равна 36 метрам в секунду. Преобразование энергии при выстреле звука. Уровень потенциальной энергии по результатам эксперимента соответствует 30-35 джоулей. Величина кинетической энергии летящей стрелы равна 25-30 джоулей. Вывод. Вышеперечисленные методы измерения величины потенциальной энергии лука и скорости кинетической энергии летящей стрелы показали хорошее соответствие результатов, экспериментально подтвердили выполнение закона сохранения энергии. Достоинством классического лука является его простота и надежность. Выявлены следующие недостатки. Величина силы упругости увеличивается по мере натяжения тетивы. Стрела испытывает ударные нагрузки в начальной фазе выстрела. Тетива после выстрела продолжает совершать колебания, что соответствует неполной отдаче энергии. Рабочий ход тетивы значительно меньше, чем длина стрелы. Это уменьшает уровень запасаемой энергии. Спасибо за внимание.